На скольких он? На 9 взлетает? Ну, я на 9 взлетал. А там доберет. 97% заряд. Ну, все, мы начинаем с себя. Поехали. Горизонт весь в снегу. Деревья все в снегу. Короче, снег везде. Ты его видишь? Ага. Сейчас он смотрит туда, на наше болото. В сторону реки. Так, тебя вижу. Так, ну что, полетаем повыше? Пока вижу, сколько метров он там. 119 метров. Наверное, в облака входит, в туман заходит. Сердечное болото так хорошо видно. Посмотрим, как там гусятники себя поживают. О, нет. 160 метров. Так, болото тоже в снегу. Не просто в снегу, а все в тумане скрывается болото. Так что далеко не видно. Так, реку и тут в тумане видно. Даль реки скрывается в тумане. Озеро, где мы обычно рыбачим в снегу, где я сетку кидал, в принципе, практически не видно. Да. Выше поднимать, наверное, смысла нету. Спускаю. Так, снег не усилился, потому что туман тоже усилился. Я лес просто наблюдаю, какой он этот в снегу. Красота одна. Так, тут это 45 метров. Так, ладно, возврат домой. Ничего не видно. Чуть выше поднялся, там вообще мгла снежная. Ёлки-моталки, забыл про тебя. Ну что, в снежную погоду надо воды набрать? Надо. Опа-на, вот эта вода упала. Утонувшая лодка полностью в воздухе. Ух ты. А где вода? Тут вода была. В броднях бродил. Опа-на. Сейчас до ручья еще дойду. Тут воды нету. Вот это упало. Так. До ручья дошло. Однако. Кто ведь до ручья дошел? Ну, с ручья и черпнем. Ой-ой, в ручей не сорваться. Прямо с течения. Однако, вода упала. Будь здоров. Оп! Ты что, хулиганишь? Пол-ведра наружу. Весновка 24-го года закончилась под шум падающего с деревьев снега. Ну, сейчас днем уже тепло стало, минус 2 градуса.
Ну, специфика этого похода, этой весновки такая, что приходится отряхивать, чтобы в снег не попасться. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Какая она неприступная. Ну, дай пройти. О, как они нагнулись под тяжестью снега. Сколько же тут упало-то? Да. Так, мы собрались домой. Неожиданно Вася пришел. Зимой, по-моему, проще было ходить. Болото все затихли, все сидят, никто никуда не дергается. Одному мнению идет брожение по лесу. Сейчас вам тоже интересно посмотреть, как утки в замерзшем болоте сидят. Чуть-чуть открытой воды. Посмотреть хоть. Вон, полетели. Как будто начало зимы. Первые снега, тепло еще. Вот такая у нас хреновая весна. Ну и погодка. А говорят, зайцев нету. Это, блин, свежий. Тут снег валил. А это с той стороны. Росомаха. Мы туда заходили. Следы видели. Снять не успели. Живность, желез-то живет все равно. Какая-никакая погода не была. Тут чуть-чуть осталось дойти. На разведку. Как сказать, когда вы уходили, я поздно спохватился. Я хотел сказать, что давай рации настроим на одну линию, в случае чего там связываться. Не успел. Умные мысли приходят опосля. Ну да. Ну что, гусей-то хоть видели там? Их взяли? Да ты что? Ну когда туда пошли, в районе дворца, чуть ближе сюда, я сколько успел там, заснял из лесу. Не знаю, там штук 300 взлетело, они все в куче сидели и тут туда улетели. Сидим, ждем тоже погоды. Там, Ира там в Благоево приехала. Говорит, у нас тут тоже, говорит, 20 сантиметров снега, говорит, выпало. Юго-западный должен ветер поменяться. Ждем. Москва сказала, до середины следующей недели это самая холодрыга будет у них. Вряд ли у нас сильно потеплеет. Что-то тоже радио это слушали, коми там вообще перестали что-то говорить. Туда, когда заходили, помимо гусей, Росомаха в сторону избы через болото прошла. Увидел следы, заяц вот, тоже поснимал. А заяц тут гулял, и дядя Валера засидка. Лёшка у него там в 2 метрах, короче, был. И он потом куда-то туда в лес ушел. Ниже дворца там более-менее открытое место, ну, вода, в смысле, без льда. Тоже там, ну, дофига там, штук 150 уток. Охренеть. Короче, сидит и все. Вода упала. Короче, я одну сетку кинул, хотел 2, но там, где обычно ставили, там мощняцкая такая, 10 метров в диаметре, ну, шутка. Осина упала, она наполовину болота упала, и точно на наше место. Ага. Озера абсолютно во льду. Ловить, вода тут упала, поэтому что тут делать? Утопшая лодка-то один нос торчал 5 сантиметров. Сейчас весь на сухом месте. Не просто на сухом, а далеко на сухом. Короче, наша весновка точно закончилась. Ну, мы еще посидим. Нам терять нечего, отпуск еще не кончился. Ага. Я думаю, как плюс пойдет, она махом все тут растает. Да. А куда это махом придет? Московское радио говорит, дачников российских предупреждает. До 15-го, говорит, не беритесь за дачные работы. Будет холодрыга. Холодрыга, морозы. Да. Ну, интересная весновка, интересная. Ну, бывает все, что это самое. Не все же коту масленица. Вот молодость. Все рюкзаки за раз погрузил на себя и пошел к реке. Рюкзаки выше головы. Сразу не успел моргнуть, уже далеко-далеко. Вася как-то вовремя к нам подвернулся, блин. Я говорю, помоги рюкзаки донести. Раз, 2 секунды, уже ни Васи, ни рюкзаков, ничего нету. У нас одно ведро и 2 салофана осталось.
Догоним, наверное. Мог бы и нас оттащить, А, раз такой шустрый. да. Ну ладно, но мы традиции нарушать не будем. Спасибо избушке за приют, за ласку. Тепло было. В избушке точно тепло было. Да и интересно, в принципе, когда такая весновка потом повторится. Все время без передыху морозы. По ночам до -8 спокойно, -6 сплошь и рядом. Днем, ну иногда +3 подымалось, 2,5. Снег выпал. Ну, мы не пустые. Худо-бедно 2 утки и 3 рыбки. Килограммовая щука, там полкило окуни, плотвичка до кучи. Один раз угостить можно. Ну ладно, пошли, Валерий Батькович. Кончаем весновку. Потом литовку начнем. Литовку, да. Надеюсь, в течение месяца все это растает. А, слушай, как-то даже обидно. Вся Россия тонет в половодье. Месяца 2 назад тонуть начала, наверное, так. До сих пор тонет, блин, а у нас чуть поднялась, и все замерзло. А сейчас даже снег выпал, и никакого половодья у нас нету. Вода упала почти до летнего уровня. Как будто вот это половодье нас стороной как-то обошло. Даже как-то обидно, что это такое. Мы что же россияне. Ну ладно, давай, пойдем, что ли. У меня вот груз. 2 салафана.